Медет, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию Акчабар. Это уже стали наши традиционные с вами встречи. И, конечно, сегодня мы хотели бы поговорить с вами об итогах работы Кыргызской фондовой биржи в течение 2023 года. Я понимаю, что результаты пока будут предварительные, но я думаю, что они нам в целом уже покажут общую картину, куда движется биржа и какие достижения у нее есть. И сразу первый вопрос, к которому я хотела приступить. Изучая статистику вашей фондовой биржи, я увидела, что по итогам этого года уже видно, что продажи, объем продаж акций и облигаций составил более 27 миллиардов сомов. И это на 10 миллиардов сомов больше, чем в прошлом году. Могли бы вы сказать, чем вызван такой значительный рост оборота? Да, добрый день, Мария. Хочу поблагодарить вас и вашу команду. Действительно, для Кыргызской фондовой биржи прекрасная площадка для того, чтобы поделиться, что мы делали в течение 2023 года. Сразу же отвечая на первый вопрос. Опять же, 2023 год для нашей биржи, в целом для фондового рынка, год, когда мы действительно стали на рельсы развития. Потому что был период, когда стагнировали. Сегодня мы находимся в активной фазе именно развития. Благодаря поддержке государства. У нас очень много проектов, связанных с государством, запущенных в 2023 году. Что же касается объемов, то в прошлом году, когда у нас объем торгов достиг порядка 18 миллиардов сомов, мы отмечали, что это был исторический пик, потому что мы оценивали с 1995 года 18 миллиардов для нас был тот исторический максимум. Сегодня уже объем торгов по итогам уже декабря месяца уже 27-28 миллиардов сомов, больше, чем на 10 миллиардов, чем в прошлом году. Что повлияло на объем торгов? Естественно, это в первую очередь капитализация государственных компаний. Во-вторых, впервые частный бизнес с выпуском корпоративных облигаций в 2023 году их было порядка 10 компаний. Если 2-3 года назад корпоративными облигациями на продажу и на биржу выходили порядка 2, 3, 4 компаний, то именно с частного бизнеса 2023 год был прям максимум компаний, которые вышли на биржу. И очень много частного бизнеса, которые заинтересованы, которые хотят выходить на фондовый рынок посредством выпуска корпоративных облигаций. На самом деле корпоративные облигации для нашего рынка, они как флагманы, как публичные ценные бумаги, да? Потому что, к сожалению, о рынке акций мы такого не можем похвастаться. Вот. И, естественно, на этот объем повлияло это с мая месяца размещение государственных ценных бумаг. Запуск сектора драгоценных металлов, запуск и активная торговля на рынке товарно-сырьевого рынка. Таким образом, к концу года уже фактически мы вышли на такие объемы. Я думаю, что это объемы только начала развития нашего фондового рынка. В новом уже году мы ожидаем, что эти объемы должны в двукратном размере превысить. Не будем торопиться с выводами, но уже те планы, которые мы заложили на Новый год, они нам говорят о тех цифрах, что наконец-то наш фондовый рынок, она наравне с фондовым рынком соседних стран, будет на активной фазе развития. Теперь немножко подробнее о том, что вы уже сказали. Первое, вы говорите о том, что была достаточно серьезная поддержка государства. Недавно в опубликованном бюджете, изменениях бюджета республиканского, вы увидели, что для фондовой биржи выделяется некая сумма со стороны Минфина. То есть, как мы понимаем, Минфин планирует войти в акционеры Кыргызской фондовой биржи. Вы тут могли бы сказать подробнее, действительно ли Минфин планирует войти и как это повлияет на работу КФБ? В конце 2022 года и в течение 2023 года был очень плодотворный год на, наверное, нормативные документы, которые позволят нам, фондовому рынку, развиваться. Естественно, первое, это в ноябре 2022 года вышел указ президента, да, развития фондового рынка. Даже наш президент на Втором народном Курултае в своем выступлении именно про фондовый рынок отметил, да, что фондовый рынок должна стать движущей силой по привлечению денег, том местом, где население будет приумножать свой капитал. Для нас, для фондового рынка, особенно для Кыргызской фондовой биржи, это большой сигнал, что сам президент готов сегодня именно инвестиции привлекать через
фондовый рынок, через инструменты фондового рынка. И указ президента послужил большой надеждой, что будем более активнее развиваться. В рамках выхода указа президента был план Кабинета министров по реализации указа президента. И в рамках этого мы, получается, с мая месяца на бирже торгуются государственные ценные бумаги, вышло специальное распоряжение, а также в конце 24 ноября вышло постановление о вхождении государства в капитал Кыргызской фондовой биржи Центрального депозитария. Уже до конца года планируется, мы уже проводим корпоративные мероприятия, Министерство финансов становится нашим основным акционером и основным акционером в Центральном депозитарии. Это для наших партнеров, для наших внешних инвесторов благоприятная новость, так как государство, как главный заинтересованный акционер, хочет выступить драйвером развития этого рынка. Нам этого не хватало долгое время. В целом история вхождения государства у нас начинается с 2011 года. С 2011 года по сей день этот процесс все время шел, где-то он замораживался. Сегодня, надеюсь, мы уже в конце года фактически государство станет основным акционером. А также, если посмотреть на динамику, что мы ожидаем от нового нашего акционера, естественно, это рынок государственных ценных бумаг. Мы совместно с Министерством финансов хотим, чтобы этот рынок стал публичным, чтобы на этот рынок приходили как наши граждане, так и внешние инвесторы. На самом деле рынок государственных ценных бумаг, ставка по государственным ценным бумагам в соседних странах, на развитых рынках является основным индикатором на рынке. Сколько стоят деньги. И все инвесторы в первую очередь обращают внимание на ставку по государственным ценным бумагам. Это наиболее ликвидные ценные бумаги. Как вы знаете, в бюджете, в статье, это защищенная статья расходов обслуживания государственного долга. И мы хотим из этого инструмента сделать кыргызстанцы, которые хотят себя почувствовать инвесторами, чтобы они в первую очередь пришли на рынок государственных ценных бумаг, чтобы они могли приумножать там, а далее уже идти и расширять свой портфель корпоративными облигациями и акциями. В целом, совместно с Министерством финансов мы готовим то, что будем развивать совместно и товарный рынок, и рынок драгоценных металлов. И в 2024 году у нас большие планы по развитию данных секторов. Вы уже начали говорить про рынок госбумаг, и мой вопрос, в принципе, будет касаться его, но не могу не задать перед этим вопрос. Вы сказали, что государство станет основным акционером Кыргызской фондовой биржи. Можем ли мы говорить о том, что у государства будет контрольный пакет? В процентах я пока не могу озвучивать. После проведения всех корпоративных мероприятий мы обязательно об этом озвучим. Тогда возвращаясь к теме государственных ценных бумаг. Действительно, с мая этого года кыргызстанцы получили возможность покупать государственные ценные бумаги, по-моему, 12-месячные векселя, 2- и 3-летние, да? Или только 2-летние. 2-летние государственные облигации. И мы периодически видим объявления на фондовой бирже о предстоящих аукционах. В целом, могли бы вы рассказать про рынок государственных ценных бумаг и обязательно затронуть тему рублевой облигации, то есть как биржа готовится к их размещению? Да, на самом деле до 25 мая основной площадкой размещения государственных ценных бумаг была площадка Национального банка. И до этого времени не было никаких ограничений. Наши граждане всегда могли обратиться в коммерческий банк, купить государственные ценные бумаги, но почему-то этот рынок никогда не работал. То есть этот рынок работал только в кругу крупных национальных инвесторов в лице коммерческого банка, социального фонда. И основная цель перевода двух видов государственных ценных бумаг — это был пилотный проект для того, чтобы посмотреть, каким образом мы можем заинтересовать и другой пул инвесторов. И с мая месяца мы заметили, что у нас очень сильно провал именно в понимании наших граждан, что мы действительно, оказывается, когда говорю мы, это и Министерство финансов, и Кыргызская фондовая биржа, все участники финансового рынка активно не продвигали финансовую грамотность, финансовую осведомленность, как можно зарабатывать в инвестициях государственных ценных бумаг. И сегодня мы уже видим, что объем размещения на бирже составляет порядка 500 миллионов с мая месяца по сей день. И что нам необходимо еще продолжать работать в сторону населения. И мы хотим уже в начале нового года в каждом районе, в
каждой области в Кыргызстане активнее проводить работу, чтобы у населения было четкое понимание, что такое государственные ценные бумаги, как их различать, как их можно купить, чем их отличить от обычных классических облигаций корпоративных, как от акций. То есть нам необходимо проводить информационную работу. Что же в планах, вот буквально 22 декабря состоится аукцион, специально Министерство финансов пошло на такой шаг, чтобы заинтересовать новых инвесторов, в первую очередь население. Это выпуск 1 миллиарда сомов под процентной ставкой 15,5% в национальной валюте, объем выпуска 1 миллиард сом. И мы здесь как раз хотим видеть новых инвесторов. И 1 миллиард рублей с процентной ставкой 14,5%. Ежеквартальные выплаты купонного дохода. Почему рубли? Потому что, как вы знаете, многие наши граждане работают в Российской Федерации, переводят деньги в Кыргызстан в рублях, и они остаются у нас зачастую и в рублях. Чтобы эти рубли они могли инвестировать в государственные ценные бумаги и зарабатывать. Вот основная цель. Это была первая валюта, на которой мы хотим сейчас посмотреть, насколько активно пойдет население инвестировать. В целом мы хотим посмотреть, как активно население будет инвестировать в государственные ценные бумаги. Уже у нас наши брокерские компании собирают заявки, и постепенно наше население идет инвестировать в государственные ценные бумаги. А в планах мы хотим развить вторичный рынок. Мы хотим повысить ликвидность именно государственных ценных бумаг на вторичном рынке. Это когда вы купили на первичном рынке ценные бумаги, и через месяц, через полгода вам понадобились деньги, чтобы вы могли легко продать их на вторичном рынке. Тогда активность населения на первичном рынке будет очень сильно расти. И если мы сформируем пул, например, 100 тысяч кыргызстанцев, которые купили государственные ценные бумаги, эту ликвидность они сами создадут. Кто-то будет покупать, кто-то будет продавать. И стакан заявок на бирже будет всегда полный. И это очень сильно будет интересовать и внешних инвесторов, когда сами кыргызстанцы будут активно инвестировать. Естественно, чтобы этот инструмент стал массовым, нам необходимо позаботиться о цифровых возможностях купить государственные ценные бумаги. Мы эту работу уже начали с Мегапэй, чтобы в Мегапэй появилась возможность мегаинвестиций, чтобы инвестировать в государственные ценные бумаги. Я думаю, что до конца этого года или в начале нового года данное приложение запустится. Мы не хотим ограничиваться, мы сейчас такую возможность предлагаем и коммерческим банкам, и другим финансовым структурам, чтобы они напрямую подключались к бирже и давали возможности своим клиентам покупать ценные бумаги. Это здорово. И здорово, что сейчас появилось четкое понимание необходимости повышения финансовой грамотности именно с точки зрения инструментов фондового рынка среди населения. Но, насколько я знаю, какие-то успехи у вас уже есть. Правильно ли я скажу, что уже есть физические лица, которые приобрели через фондовую биржу государственные ценные бумаги? Да, у нас на самом деле население, инвесторы наши розничные, которые до этого инвестировали в другие ценные бумаги, их заинтересовал инструмент в виде государственных ценных бумаг. Они хотят видеть в портфеле именно государственные ценные бумаги. И еще основная фишка в том, что номинал стоимости государственных ценных бумаг 100 сомов. То есть у вас даже 1000 сомов есть. То есть каждый может себе позволить? Каждый может себе позволить даже за 1000 сомов купить государственные ценные бумаги, тем самым почувствовать себя инвестором и начинать изучать рынок, финансовый рынок в целом. И если мы заметили, в целом мы очень сильно сегодня развиваем центр раскрытия информации. Уже фактически порядка 200 акционерных обществ и публичных компаний своевременно раскрывают финансовую отчетность и существенные факты. Существенные факты — это когда смена собственности, смена руководителей и другие важную информацию перед акционерами или потенциальными инвесторами. И здесь мы видим, что это является основным драйвером распространения информации. И мы сегодня приятно наблюдаем, когда основным источником информации является площадка Кыргызской фондовой биржи. И инвесторы, которые приходят, например, простой пример, у нас получается и президент посетил в этом году Нью-Йоркскую фондовую биржу, председатель кабинета министров Лондонскую фондовую биржу, да. И когда наши высокопоставленные лица встречаются с мировыми инвесторами, рассказывают о Кыргызстане,
они в первую очередь после встречи проверяют, есть ли биржа в Кыргызстане, если есть, то какие акции, облигации торгуются на бирже. Для них это первый шаг, потому что тем самым они проверяют слова, Мгм. насколько Кыргызстан интересен. И если они видят, что очень много акционерных обществ раскрывает информацию, активная торговля, государственные ценные бумаги торгуются, корпоративные бумаги торгуются, это слова подтверждаются делом. Таким образом, они интересуются Кыргызстаном. Мы это даже заметили по посещаемости нашего сайта. Если буквально года 3 назад средняя посещаемость уникальных пользователей была порядка 100-150 человек в день, то сегодня превышает уже 1000 уникальных пользователей. И география растет. То есть это не только кыргызстанцы. К нам заходят с Казахстана, с Российской Федерации, с Америки, с Англии. То есть это видно, что государство проводит работу по привлечению денег, а эти лица сразу заходят на сайт То Кыргызской есть по поездкам президента и главы Кабмина можно проследить новых очень участников. можно проследить. И, естественно, для нас это огромная ответственность теперь вести страницу и на английском, и на кыргызском, и на русском языке, чтобы инвесторы потенциально своевременно получали всю необходимую информацию. Вы сказали о том, что государственные ценные бумаги, два вида, это был пилот. И, как мы видим, он успешный. Можем ли мы говорить о том, что в 2024 году вот на рынке государственных ценных бумаг именно через платформу Кыргызской фондовой биржи можно будет купить все виды госбумаг? Есть ли такое вот сейчас обсуждение, может быть, решение? Да, мы уже видим, что пилотный проект, он показал свою работоспособность, что через площадку биржи, это вот заинтересованность Министерства финансов стать акционером Кыргызской фондовой биржи. И уже в планах мы рассматриваем возможность, чтобы у Министерства финансов была возможность по всем видам государственных ценных бумаг размещать или на площадке Национального банка, или на площадке Кыргызской фондовой биржи. То есть мы не говорим, что мы полностью этот рынок забираем на себя, но у Министерства финансов теперь появляется возможность по своему усмотрению размещать все виды государственных ценных бумаг той или иной площадке. Но здесь очень важно, чтобы наши депозитарии имели депозитарный мост между депозитарием Национального банка и депозитарием нашей Кыргызской фондовой биржи для того, чтобы бумаги могли ходить между двумя депозитариями. А в целом, в рамках развития самой фондовой биржи, почему все-таки государство сегодня выступает основным индикатором, драйвером развития этого рынка? Потому что в новой экономической политике государство хочет видеть фондовый рынок как местом привлечения инвестиций. Наконец-то. Потому что фондовый рынок до этого жил своей жизнью. Есть банковский сектор, который большой банковский сектор, где основная масса денег обращается. А фондовый рынок был в углу, какие-то сделки проходят, какая-то информация получается, но она не была тем местом, которое воздействовало на экономику. Мгм. И сегодня государство уже понимает, что этот рынок должен стать зеркалом, драйвером по привлечению денег. Потому что, когда к нам инвесторы приходят, когда мы показываем природу Кыргызстана, наши инвестиционные объекты, да, это классно, но они задают вопрос. Квалифицированные инвесторы хотят инвестировать в Кыргызстан через инструменты фондового рынка. Потому что они так привыкли. Потому что мировой рынок так работает. И это понятный рынок для любого инвестора. Язык общения, можно сказать, одинаковый. Мгм. И здесь, если мы все свои интересные проекты, будь это национальные проекты, будь это частные проекты, будем их выводить на фондовый рынок, когда будет широкий перечень компаний и инструментов, естественно, тогда инвесторы сами придут на этот рынок и будут инвестировать. Небольшая ложка дегтя, как бы не хотелось, очень много было ожиданий от рынка драгоценных металлов. То есть, когда на фондовой бирже появилось золото, и Актябар, кстати, купил первый слиток, мы его храним у себя, мы ожидали, что все-таки этот рынок очень быстро будет развиваться, тем более, что сейчас прогнозы большинства экспертов международных говорят о том, что золото – это тот самый инструмент, куда нужно сейчас вкладывать деньги. Там уже были несколько пиковых значений, да, когда золото превысило там стоимость в 2000 за унцию. И вот, по-моему, говорят, что в этом году или там в начале следующего может дойти до 2500.
но мы не видим такой активности. Почему? Что мешает развиваться именно рынку золота на Кыргызской фондовой бирже? А, Перед тем, как запустить рынок драгоценных металлов на бирже, была проделана колоссальная работа на самом деле. Много встреч, понимания рынка, плюсы и минусы рынка, чтобы этот инструмент стал привлекательным для участников рынка. И на самом деле в этом нам очень хорошо помог Национальный банк. Мы с ними подписали соглашение. Впервые слитки Национального банка начали котироваться у нас на бирже. Почему слитки Национального банка не пошли через биржу? Потому что есть площадка Национального банка. Стоимость одинаковая. И всегда, а у нас необходимо это золото покупать через наших участников торгов. А в Национальном банке можно напрямую прийти с наличкой, купить и забрать с собой. То есть там более понятный инструмент для людей, более привычный? Более привычные. Вот. И здесь, естественно, мы дальше будем продолжать эту работу. В целом, Национальный банк сегодня ему ничего не мешает. Все мерные слитки, стандартные слитки исключительно только через площадку Кыргызской фондовой биржи продавать. Таким образом, они просто снимут много вопросов. И у нас очень большая надежда была на департамент драгоценных металлов, что наши ювелирные компании будут основными покупателями золота, где продавцом выступит департамент драгоценных металлов. Мы с ними проделали большую работу, но, к сожалению, эта работа не завершилась практическим успехом. Но надеюсь, что уже в новом году департамент драгоценных металлов выступит основным продавцом золота для ювелирных компаний. Потому что основная боль ювелирных компаний заключалась в том, чтобы они хотят покупать золото по цене, которая в Лондоне фиксируется, чтобы слитки они были меньшего размера, потому что стандартный слиток золота это порядка 11-13 килограммов, она стоит там, чуть ли не $1 миллион, да, и тяжело представляется, какая-то ювелирная компания в Кыргызстане может себе такое позволить сырье. А мы должны создавать такие условия, чтобы можно было покупать и меньшим размером, и большим размером по стоимости, которая котируется в Лондоне. Тогда у нас очень активно будет развиваться ювелирный рынок. Даже ювелиры соседних стран, возможно, начали бы приезжать и покупать на бирже это золото. Мы бы стали бы неким местом, где можно покупать это сырье. Но мы еще столкнулись с другой проблемой. Проблемой это связанная с нормативными документами. У нас практически все нормативные документы, они завязаны на самих производителях. Нету понятия, что если ты купил на бирже, то что ты можешь без препятствий вывозить из страны. То есть здесь необходимо большую работу проделать, чтобы понимала и налоговая, понимала и таможенные службы, что если ты купил на бирже, это получается твои деньги полностью уже прошли проверку со стороны банков, со стороны биржи, полностью проверку прошел участник торгов. И таким образом мы должны создавать на уровне нормативных документов условия. Ты пришел, купил золото и можешь свободно его забирать, показывая, что ты купил его на бирже. Здесь необходимо, оказывается, проделать очень большую работу. И если бы мы не запустили бы этот сектор, мы бы и не узнали бы, что у нас нормативная правовая база не готова для того, чтобы биржа драгметаллов, она работала бы как в Турции, как в Лондоне, как в других развитых странах. И, естественно, с вхождением государства и Министерство финансов заинтересовано, чтобы рынок драгоценных металлов он был организован, то есть через биржу. И я ожидаю, что у нас еще больше работы ожидает, чтобы этот рынок заработал наконец-то. То есть все не зря, негативный опыт тоже опыт, и вы теперь Конечно. знаете, куда двигаться. Расскажите, пожалуйста, что у нас происходит на товарно-сырьевой бирже? Мы часто видим, что там продают сахар. И, кстати, мы как-то разговаривали с производителями сахара, и они говорили, что фондовый рынок, ну вот товарная биржа, для них идеальный инструмент, потому что там все очень гарантированно, четко и понятно. Но когда, допустим, в товарном секторе мы увидим, я не знаю, нефть, там еще какие-то товары, в принципе, у нас же не только сахар, оборот. Да, здесь этот сектор, конечно, мы его еще запускали в 2018 году, но тогда после одной пилотной сделки этот рынок почему-то не заработал. И активнее за этот сектор мы взялись в 2022 году. И тогда именно Кайндукант и Кошой, завод-производитель сахара, мы с ними активно начали работать. Они первые из всех производителей поняли преимущества товарного сектора. Это когда они выставляют свой товар на продажу, покупатель покупает, а биржа выступает там гарантом исполнения этой сделки.
Это понятный механизм, когда производители могут выставить свой товар, любой желающий может покупать. Они напрямую не приезжают в компанию, просто через биржу покупают, а биржа отвечает гарантом исполнения этой сделки. Таким образом, производитель снимает многие свои проблемы по взаимодействию напрямую. Производителю легче же взаимодействовать только с биржей, а биржа уже взаимодействует там с 10 или сотнями покупателей. И гарантом исполнения сделок выступает. И таким образом практически вся свекольная патока она была реализована через биржу. Основным покупателем выступил этот Карабалтинский спиртовой завод. И этот инструмент мы сейчас пытаемся активно продвигать среди других производителей. Почему у нас не так она активно работает, как в Узбекистане, в Казахстане или в Российской Федерации? А там просто взяли и обязали. Государство определил перечень товаров. В Узбекистане это уже порядка 60 товаров и сырья. В Казахстане чуть меньше. В России тоже основные перечни товаров. И они исключительно через биржевые торги. Таким образом, у покупателей и у продавцов просто другого шанса нету. Если вы зерно или там цемент будете напрямую друг другу продавать, это считается уже нарушением. И таким образом они развили свой рынок товарный. И все покупатели, продавцы, это как по акциям, по облигациям. Рыночные котировки по товарам, они каждый день наблюдают на товарной бирже. У нас со стороны государства есть четкое понимание, что мы тоже должны сделать. Мы не должны заставлять, потому что мы все-таки не та страна, где мы должны палкой заставлять кого-то торговать. Мы сейчас хотим дать льготы, преимущество торговать через товарную биржу, потому что производителю достаточно зарегистрироваться, пройти некий листинг, аккредитацию своего товара, удаленно загружать свои товары и продавать. Таким образом, для них открылось бы больше рынок сбыта. Исходя из того, что вы говорите, что товарный сектор развивается, допустим, в других странах, по примеру, когда условно принуждали, да, ну то есть по-другому никак. Мы хотим пойти по другому пути, согласна. Ну а почему, допустим, не привязать товарно-сырьевую биржу, например, к госзакупкам? То есть государство, для него было бы тоже выгодно покупать через товарную биржу, потому что там известны котировки, потому что мы же знаем, что при госзакупках очень важно анализ рынка проводить, чтобы максимально выгодно что-то купить. Нету ли таких идей завязать товарную биржу с госзакупками? Да, вы прям в точку попали, потому что мы нашли здесь как раз таки место, где это было бы заинтересованных сторон было бы больше. И у нас упростили процедуру государственных закупок. Теперь все акционерные общества с госучастием, они могут покупать вне системы государственных закупок. А в системе государственных закупок только остались министерства, ведомства, да, и госучреждения. Да. И мы сегодня хотим для того, чтобы в законе о госзакупках была возможность также участвовать, покупать товары и на бирже, методом биржевых торгов, да, на товарной бирже. Это раз. Два. У нас есть возможность, дали возможность покупать методом одного источника. Когда производители есть в Кыргызстане, то они могут напрямую заключать договора. Там тоже сделать возможность или у одного источника, или на товарной бирже. Тогда сами производители будут заинтересованы выставлять свою продукцию на биржу, и все участники просто будут смотреть или на бирже. Если на бирже есть котировки, вам легче даже потом объяснить и аудиту. Потому что в тот день рыночная котировка на бирже по этим позициям товара была, вот, например, по сахару. Да? Вы закупили их весной. Весной стоимость сахара, возможно, стоит дороже, чем осенью. Осенью, потому что урожай поспевает и возможно снижение сахара. Потом попробуйте объяснить осенью или в конце года, что вы купили сахар дороже, потому что тогда были котировки другие. И у вас всегда есть отчет на бирже, какие котировки были. Таким образом, очень много рисков вы избегаете. И как раз основная работа в новом году идти в эту сторону. Как вот вы уже предугадали, тогда, я думаю, заинтересованных компаний будет намного больше. Сегодня уже очень много мы сказали и приоткрыли завесу о планах, но могли бы вы резюмировать и сказать, вот все-таки на чем сконцентрируется Кыргызская фондовая биржа в 2024 году? Да, здесь очень важно отметить то, что если раньше мы пытались компаниям
объяснять преимущества инструментов фондового рынка. Сегодня уже пожимаем плоды. Это когда компании сами приходят к нам, интересуются и консультируются о том, чтобы каким образом они бы могли привлекать инвестиции через фондовый рынок. Это на самом деле главный успех, потому что компании сегодня заинтересованы. Основные задачи на 2024 год, естественно, остается рынок государственных ценных бумаг. Мы хотим этот инструмент, рынок сделать публичным. Вторая задача – это все-таки акцент на цифровизацию. Когда ценные бумаги на бирже можно покупать через мобильное приложение. И третья задача – через цифровизацию мы хотим все-таки сделать индикатор. Например, в начале года было 10 тысяч граждан, розничных инвесторов, которые инвестируют в акции, в облигации, в государственные ценные бумаги, в золото. Эту цифру многократно нарастить, чтобы мы в конце года могли для себя KPI сделать о том, что мы могли привлечь столько-то кыргызстанцев в инструменты фондового рынка. Четвертое, все-таки это наша основная боль, это когда IPO. Это мы должны все-таки попытаться, будь это государственная компания, будь это частная компания, вывести компанию на IPO. Это когда, чтобы можно было покупать акции интересных компаний на бирже, национальные проекты выводить на биржу и туда привлекать институциональных инвесторов. Таким образом, биржа действительно должна стать площадкой, драйвером экономики, и крупные компании, и частные компании, чтобы они всегда мечтали. Их основная точка развития – это выход на биржу. И для нас это вот основная задача совместно с нашим теперь основным, надеюсь, акционером в лице Министерства финансов.